Дорогие друзья, вот очень благодарны, вы уже не первый раз здесь, мы давно дружим. Наш общий друг, вот Илья, он является ветераном вообще штаба, был на первом заседании штаба в 97 году. И вот, конечно же, вот эта книга, вы помните, мы здесь сидели, мы много обсуждали эту книгу. Еще даже когда она не была написана, вы как раз после нашего обсуждения поехали к Сергею Акантипову. Вот, да, после, а потом уже второй раз в процессе книги. Но вы, когда все это писали, вы где-то вот подсознательно понимали, что такая бомба и успех будет или нет? Я сразу понимал, что будет успех, однозначно у меня. Это уже сразу? Да, но просто масштаб успеха я не мог предположить. То есть я думал, что она вызовет интерес в определенных кругах, что людям интересно окунуться. Все-таки проблема насилия, подросткового насилия, проблема взрослого насилия, поднимается все-таки такой период сложный для Татарстана, там, для России в целом, для Татарстана в частности. Ну, понятное дело, что это исследовательский проект, и он не должен продаваться там какими-то там сотнями тысяч тиражами, учитывая, что сейчас вообще тираж книги в основном продаются детские только. Вот если есть картинки, и ты хочешь ребенка научить читать, то детский книжный рынок как-то живет. Ну, благодаря выходу сериала, конечно, сейчас как-то книга, как будто бы два издания у нее произошло. В 2020 она вышла, сейчас в 2023, когда заканчивается вот уже на следующей неделе покажут заключительную серию «Слово пацана», и там... И благодаря этому, конечно, возрос интерес. Мы приобрели партию книг тогда еще. Это в Корстоне, в книжном магазине главное было. И вот мы на офицерском собрании всем генералам, офицерам всем подарили. И всем очень понравилось, людям из силовых структур. Они сказали, что язык нам понятен, предметен, объективен. Вот так сказали. Но есть у нас один вопрос такой, конечно, я не знаю как. У нас частый гость, и мы очень плотно общаемся с Ириной Валунец. И вот она выступала, что вот закрыть сериал, и она наш друг, и вы наш друг. Может быть, в штабе вместе сядем и как-то, может быть, просто хотя бы обсудить это, или вот как это ваше мнение на этот счет? Ну, кажется, мы уже пару раз с ней за прошлую неделю встречались в эфирах, и она, к книге она уже сказала, что претензий не имеет. Да. К сериалу, может быть, у нее остались. Но на самом деле, мне кажется, с выходом новых серий, ее претензии, она как бы сама по себе должна растаять. То есть, если кто-то боялся романтизации криминала, то конец у сериала достаточно жесткий, и повторять это ни одному человеку в здравом уме не захочется. Значит, вот когда мы с вами беседовали, просто я волей-неволей, значит, в тех временах я занимался боксом, и оказалось то, что с кем людьми я боксом занимаюсь, они второе звено вот этого теплоконтроля. Поэтому я все это вам тогда рассказывал изнутри, и вот когда уже сейчас, после фильма, я очень много вспомнил интересных историй. Да? Как я лично со Скрябиным встречался, со Степиным встречался, они в Нижнекамск приезжали, Зарахович приезжал, он был условно у нас там. Поэтому очень много у меня рассказов, это во-первых. А во-вторых, я сам жил в Советском районе, и тоже было очень много интересных историй. Почему я все это вам говорю? Потому что вот я потом вам все это расскажу, может быть, мы сядем вместе, вот я вам все выскажу, а вы уж как специалист, может быть, вторую книгу напишем вместе. Не вместе, а... Давайте, когда будет тихо, когда не будет народу, может... Конечно. И вы знаете, что вы нигде не ошиблись. Вот, например, я не хочу переходить на фамилии, многие уже пытались что-то подобное написать. У них не получилось, оно вызывало смех, они теплоконтроль путались с Новотатарской, значит, Суконку путали с Тукаевской, вот, говорили, что Антип Советского района, значит, а Скрябин родился и вырос на Тукаевской. Вот. А здесь все предметно, все четко, все, допустим, все это прослеживается. Вот. Ну, а насчет, значит, второй книги мы с вами подумаем. Здесь разоблачается, конечно, наш строй. В то время надо вернуться. Вот как на Медне Леонид Парфен уже пишет, в то время вернуться. Какие были тогда времена, что было, какой строй, как все это происходило. Все-таки сюжет книги, он же отличается от сериала. Да. Но там прозвучало несколько раз такое, что вы все-таки были консультантом фильма же. Да. А как снимался фильм, вы не можете нам как-то вот рассказать? Я, в принципе, не имею особого права, но я могу сказать просто за свою часть. Я отвечал за достоверность эпохи, чтобы
парни, которые пришли на сборы, были в тех штанах, в тех шапках, в тех куртках, чтобы они говорили те слова, которые произносили, и чтобы они, в общем-то, в некоторых поступках, чтобы совершали те поступки, которые мог совершить парень с улицы в Казани, а чтобы не было какой-то мешанины, чтобы путаницы, чтобы это было реально достоверно, чтобы это был 89-й год Казани. Да. Да, и как говорил Станиславский, да. Верю, не верю, да. Я считаю, вот, значит, мнение уж дилетанта, отлично подобраны артисты. И у нас в прошлое воскресенье мы здесь собрались и растащили фильм на цитаты, и потом мы вместе здесь станцевали танец. Вот это да, у нас неплохо получилось, посмотрите наш прямой эфир. Да. Ты главное запомни, ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги. Да, вот таких крылатых там же очень много. Да. Вот, когда он выступал на планерке там у себя. Ну вот я вам сейчас скажу свое мнение, да, может быть оно не вразрез. Вот смотрите, вот в то время некоторые группировки, которые появлялись, они попадали под влияние воры в законе, наколки, блатные, что-то. Это показывается. Это показывается. Но ведь вот этот вот, значит, Адидас, Кощей, он представляет тот мир. Там деньги на общак, деньги там в зону загоняем. А Адидас в армии подумал, пришел и решил от этого отойти. Да. А, значит, потом вот урывки какие-то в интернете, то, что этот Кощей вернулся, как вроде бы, и все-таки ведь в Казани многие люди отошли от этого, а многие под этой криминальной так и остались. Грубо говоря, но это же поднимается тема там? Поднимается, естественно, да. Но в 90-е годы половина группировок делилась на тех, кто ближе к блатным воровским понятиям, вот этим арестантским, и половину тех, которые как раз решили зарабатывать деньги, жить по-новому. Рэкет и... коммерсанты, так это, грубо говоря, борьба нового со старым. Да. Нового со старым, да. Традиционного криминала с новым. Потому что рэкет, первое дело в Советском Союзе, вообще в Казани, первое дело по рэкету 89-й год. Кого-то на дому бы задержали. И вообще и в Советском Союзе. И потом эти дела вдруг с 89-го начинают расти, и все 90-е, собственно, рэкет, крышевание. Ну вот тогда был очень популярный журнал «Огонек». И было очень популярный «Голос Америки». И ведь «Голос Америки» говорила, и вот все-таки казанский феномен, он вот этому, благодаря этому журналу «Огонек», например, Геращенко был главный редактор, вот тоже ведь... Да, статья Дмитрия Лиханова, потом вот Щекочихин написал в литературной газете, и потом... Да, и вот пошло вот это вот резонанс, да. Если ехать. Ну, нам почему очень близко, потому что Фарид Загидуллин, я очень много с ним общался, мы с ним хорошие друзья. У нас здесь на площадке штаба татар Амиров выступал, Кафиль Фразеевич, тоже неоднократно. И мы как там в то время было, обсуждали. Основатель нашего офицерского собрания, это Федотов Владимир Алексеевич, так он вообще с каждым из них общался там в свое время или что-то. Вот. Поэтому там с этой стороны вот как-то тоже нам было интересно. Но феномен действительно был. Это такая организация, которая идеологии со своей подчинили, явление подчинили. Оно здесь вместе и личности, и время, и отсутствие воли, и слабость милиции, все вместе вот это вот. И оказался вот такой вот, значит, ну потом он вот в 98 году, конечно, наверное, закончился в такой масштабе уже вот. А что-то у вас, что-то есть у вас такое, вот чтобы вы не досказали, не дописали, не додумали, вот таких нет мыслей в книге? Вот сейчас вы, если хотели писать, вы то же самое бы писали или по-другому? Я перечитывал, да, я, наверное, писал бы то же самое. Сейчас мы в дополненном издании будет еще словарь, ну, вот этих слов, там, что значит чушпан, что значит пришиться, что значит с добрым утром, и вот эти все вот эти вещи. Здорово, ребята, я пришиваться пришел. Надоело быть чушпаном. В пацаны хочу.
Да. Подобно? Да, примерно так и было. Да. Ну, в моем детстве было так. А будет ли второй сезон? И если да, то о чем? Это все как решит режиссер, потому что это авторский проект, это не продюсерский проект. То есть там есть продюсеры с большими именами, но все равно, как сказал сценарист Андрей Золотарев, это локомотив, это история Жора Крыжовников. Как он решит, так и произойдет. Как в Татарстане отнеслись к сериалу? Вы знаете, ну, чиновники, может быть, и не очень, а простые жители как-то очень горячо обсуждают. Конечно, это сколыхнуло всех. Конкретные факты про людей, которые были в группировках. Это же не документальный фильм, если бы был бы документальный, если бы, то есть, ну, вот, ко мне могли быть претензии, потому что у меня книжка правда документальность, а сериал художественный. Вот самый ваш любимый герой кто? Она с ним недавно встречалась, и они общались, и они общаются. Маратик, да. Вот они знакомы, они общаются, да. Ну, конечно, Рузиль такой обаятельный парень, да. И он был на месте. Я вот разговаривал с сестренкой, там, она как увидела, говорит, вот Рузиль прям, вот у меня там в классе, говорит, такой же был, и в школе. То есть такой типаж, ну, все, наверное, помнят, что такой симпатичный татарин такой. Обаятельный. Есть ролики, да, я сейчас спрошу, есть ролики, где сравнивают на самом деле людей, которые были из этой группировки, и вот сейчасшних героев. Они похожи, их как выбирали, вы принимали ли участие в этом? Режиссер занимается кастом, конечно, и он сам как бы... Жора Крыжовников понимает хорошо очень вообще в актерской игре, в том, как подобрать ансамбль, чтобы между актерами была химия. То есть это его абсолютная прерогатива была. Надеемся, что примем участие в составлении вашего словаря. Спасибо огромное вам. Пообщайтесь с нашей молодежью еще, там чай попьем вместе. Хорошо.